Ежегодно в период Хамсовой путины при Государственном комитете по экологии и охране природы создавались штабы, которые наблюдали за ловлей рыбы. А в этом году впервые при комитете создана группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью в осенне-зимнюю путину. Одна из целей группы – участие в рейдовых мероприятиях по выявлению и пресечению нарушений правил рыболовства в Абхазской акватории Черного моря. В группу вошли представители Ассоциации спортивного рыболовства города Гагра и журналисты. Группа общественного контроля была создана по распоряжению премьер-министра, постановлением Кабинета министров. Мы общались на заседании, высказывали о насущных проблемах, и мы попытались все это не единолично решать, все эти проблемные вопросы, а совместно. Каким образом? Будем выезжать, принимать участие совместно в рейдовых мероприятиях и на месте знакомиться с тем, как идет процесс рыболовства с сенерами, и затем, как идет процесс приема на заводах. Общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину составляет 27 тысяч тонн. На сегодняшний день выловлено 13 170 тонн хамсы. В нынешнем году в хамсовой путине участвуют 42 рыбопромысловых судна, из которых 17 рыболовецкие сейнеры, 25 грузоперевозчики. Все корабли, осуществляющие рыбную ловлю, должны находиться не ближе 500 метров от берега. Кроме того, им запрещено ловить рыбу в местах впадения крупных рек в море. Однако некоторые суда пренебрегают этим правилом. Штраф за нарушение правил рыболовства составляет 3000 рублей, а со злостными нарушителями меры наказания ужесточены, вплоть до запрещения лова у берегов Абхазии. Я вообще не сторонница штрафов, которые вот используются. Мне кажется, что вот сегодня 3000 штраф, завтра этот штраф подымут, до скольки его подымут, до 5, до 10 тысяч. То есть любой штраф, он все равно привязан к нашей минимальной зарплате, и говорить о каком-то там баснословном поднятии штрафов невозможно. Я думаю, что все-таки меры тут должны быть общественного характера и укрепления комитета по экологии. Других способов, на мой взгляд, не существует. В основном в Абхазской акватории Черного моря ловлей рыбы занимаются иностранные рыболовецкие суда, которые нанимаются местными владельцами рыбоперерабатывающих комбинатов. У каждого судна есть допустимая квота на вылов рыбы, которую они не вправе нарушить. Выловленную рыбу доставляют на рыбоперерабатывающие заводы, где из черноморской хамсы изготавливают рыбий жир и муку. По словам Изиды Чани, каково на самом деле количество улова хамсы у берегов Абхазии, неизвестно. Если несколько лет назад было 4 таких завода, то сегодня появилось 7 таких заводов. Между тем, квота на вылов хамсы, официальная квота, она уменьшилась. То есть вот возникает какое-то противоречие, и возникают сомнения в том, что при таком небольшом лове хамсы эти заводы будут рентабельны. Мы понимаем законы бизнеса, это частные заводы, и они не будут работать себе в убыток. Поэтому вопрос о том, какие объемы вылавливают на самом деле эти заводы, он остается открытым. Группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов уже на текущей неделе посетит один из рыбоперерабатывающих заводов в Абхазии с целью проконтролировать, как и в каких объемах завод перерабатывает черноморскую хамсу. А уже после члены группы общественного контроля отправятся на рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил рыболовства у берегов Абхазии. Аля Катрапш, Алексея Гухава, Инала Гухава, Абхазское телевидение.